Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков сегодня заявил, что 88% драгоценных металлов в первом квартале текущего года завезли в страну незаконно. Такой уровень контрабанды, по мнению Турага, мешает развиваться отечественным ювелирам. Представители отрасли заявляли о том, что готовы создавать изделия из отечественного сырья еще 10 лет назад. Однако вопрос не решился до сих пор. Подробнее на эту тему мы поговорим с основателем ювелирной компании «Келдеке» Чингизом Макешевым. Здравствуйте, Чингиз Мырза. Здравствуйте. Спикер парламента сегодня отметил, что 88% драгоценных металлов завозится в Кыргызстан нелегально. Как вы считаете, с чем связан такой высокий уровень контрабанды? Кто должен за это ответить? Дело в том, что когда по рынку экономики принимается решение, экономика она перетекается, и те перекосы, которые принимаются административными ресурсами, оно превращается в контрабанду. Это связано с тем, что отечественные ювелиры не могут получить официального доступа к сырью. Мы на весь мир говорим, что у нас очень много золота, серебра, что приезжайте, но на самом деле реально нету источников реального получения этого вида сырья, потому что это сырье добывается старателями в Нарыне, в Чаткале и перепродаются здесь для отечественных ювелиров, но они все не могут предоставить документы происхождения этого металла. Из-за этого возникают вот такие большие перекосы, и это усугубляется еще тем, что ювелиры, которые ни у кого не украли, купили, хотят сделать украшение и продать, они показываются в патовой ситуации, потому что есть в Уголовном кодексе за незаконный оборот драгоценных металлов можно лишиться свободы на 5 лет путем конфискации еще этих изделий. Поэтому очень много ювелиров уходит в тень и идет недополучение с бюджета. Вот в Кыргызстане существует масса золоторудных месторождений, и страна могла бы быть сполна обеспечена драгоценными металлами. Как вы считаете, что мешает отечественным ювелирам производить изделия из собственного сырья? Первое. 90% добытого сырья в Кыргызстане скупается и перепродается госпредприятием «Кыргызалтын». И он является практически монополистом. И для этого нужно принять меры для того, чтобы перед ним поставить задачу, чтобы он начал обеспечивать отечественных ювелиров сырьем, легальным сырьем. На данный момент, чтобы купить это сырье у «Кыргызалтына», он выставляет такие условия, как мировая цена плюс налог с продаж, плюс его комиссии. Естественно, это невыгодно ювелирам. И я, насколько я знаю, в прошлом и позапрошлом году ни одна ювелирная компания не купила ни одного грамма золота у этого предприятия. И все сырье, которое добывается, уходит за экспортом без переработки. Но потенциал у ювелирной отрасли огромен. Ежегодно в Кыргызстане добывается порядка 20 тонн золота, 5 тонн серебра. Если этот объем мы не будем продавать в виде сырья, а будем продавать в виде ювелирных изделий, то за очень короткий срок, за буквально 2-3 года, мы могли бы создать 100 тысяч новых рабочих мест. Примером для нас должна служить такие страны, как Турция, Италия, которые не добывают ни одного грамма золота, но в год экспортируют ювелирных изделий на 350 тонн каждая из этих стран, и в каждой отрасли работают от 2 до 5 миллионов человек. Здесь не нужно придумывать велосипед, нужно пойти по мировой практике. Это в первую очередь нужно внести изменения в налоговый кодекс, в котором мы правильно будем исчислять НДС, налог на добавленную стоимость, и выведем золото из товаров, которые облагаются налогами. А в чем, как вы считаете, самая главная проблема ювелирной отрасли в стране? Что должно сделать правительство со своей стороны, чтобы помочь отечественным ювелирам развиваться? Первое – это обеспечить легальный доступ к сырью, чтобы, как в этих странах, я был много раз на этих выставках, был свидетелем, когда люди спокойно могут прийти, есть вроде наших обменок, есть банки, где люди спокойно могут прийти, купить золото, а потом также свободно его продать. Это называется свободный оборот драгоценных металлов. К сожалению, у нас в Кыргызстане, во всех постсоветских странах остались еще советские догмы, когда оборот драгоценных металлов регулировался, был под жестоким контролем со стороны государства.
И эти нормы перекочевали в наше, и они поныне существуют, и поэтому нужно обеспечить свободный оборот драгоценных металлов, это раз. Второе, внести изменения в налоговый кодекс, это в сфере начисления НДС на производство ювелирных изделий. Потому что купля-продажа драгоценных металлов, горнодобывающая отрасль освобождена от ставки НДС, а ювелиры платят. А у нас система такая, что сперва тебе начисляют всю систему НДС, а потом делают вычеты. Но так как мы купили изделие, сделали, нам начислили НДС, а вычитать нечего, то он автоматически с налога на добавленную стоимость 12%, он превращается в налог с оборота. Я благодарю вас, Шыңғыз Мырза. Напомню о развитии ювелирной отрасли в стране. Мы поговорили с основателем ювелирной компании Келдеге Шыңғыз Амакешевым. Спасибо вам.